Михаил Сафарбекович, вам вопрос. Я знаю, что вы занимаетесь активно очень историческим наследием, его восстановлением, и речь идет в том числе о Джейрасском районе Ингушетии. Безусловно, восстановить сами артефакты – это одно дело, но необходима инфраструктура, чтобы люди, приезжающие в Ингушетию, как пример, им было где остановиться, и вокруг была вся необходимая инфраструктура. Как вы планируете решать этот вопрос? Планируете решать его своими силами или при привлечении коллег? Мы не занимаемся инфраструктурой Джейрасского района, мы занимаемся благотворительно крупнейший проект. Это восстановление башенных комплексов Горной Ингушетии. Это более 100 башен уже восстановлено. Всего в Ингушетии это 2800 башен, более 500 башенных комплексов. Это вся Горная Ингушетия. Мы сделали паспорт, экспертизу Горной Ингушетии. Заканчиваем не мы, а Петербургский институт. 2800 башен. Это и жилые, и боевые башни, и все другие хозяйственные пристройки. Это 2800, более 100 мы восстановили. Мы создали школу камнетесов, пригласили специалистов из-за границы, с Испании, кто занимается восстановлением каменной инфраструктуры древних поселений. И эта школа, она действует в Джейрасском районе Ингушетии. Уже первые 24 выпускника. И мы увеличиваем количество строительных компаний, которые занимаются восстановлением Горной Ингушетии. Таким образом, мы ожидаем уже 5 компаний у нас работает. Мы ожидаем увеличить количество специалистов, потому что это требует особый подход. Это не дом построить и не бизнес-центр. Это все более и более сложно. И таким образом мы открыли 2 карьера. Камень, потому что камень не хватает, очень много башен разрушено, и нам приходится сейчас для внутренней отделки часть брать современного камня. Внешний это старый камень, а внутренняя отделка это современные доломитовые 2 карьера в Сужинском районе Ингушетии. И эта программа активно сейчас работает. Я надеюсь, что вообще это удивительно. Каждый башенный комплекс археологи находят до 1000 артефактов. 15, 16, 17, 18 век. Практически вся Горная Ингушетия это история войнавских племен. Это перетекающая Ингушетия в Чечню перетекает. Это примерно все одно и то же. Это войнавские племена, которые там жили. Это целые поселения, горные поселения были. Причем это несколько тысяч лет. Мы нашли иранские монеты. Казалось бы, иранские монеты 2000 лет. Казалось бы, где Ингушетия, где Иран. Поэтому наша программа – это программа восстановления башенных комплексов. А касательно инфраструктуры, туризма, этим занимается правительство Ингушетии. Я думаю, на этот вопрос они ответят сами. В таком случае дополнительный вопрос. В целом, планируете ли вы как-то вкладываться в развитие инфраструктуры на территории СКФО в целом? На самом деле этот вопрос так не ставили. Если такая задача будет, почему нет? Почему нет, если будет задача и будет такая просьба? Пока меня об этом никто не просил, но мы занимаемся туризмом без интересов, чтобы турист должен видеть, без башенных комплексов не будет и туризма. Мне кажется, это одновременно должно комплексы идти, это симметрично. И я думаю, есть государственная программа Министерства экономики, я знаю, этим занимаются, там что-то строят, что-то восстанавливают. Поэтому, если будет такая задача, мы этим займемся. Спасибо. Александр Валентинович, не могу вас, конечно, не спросить про и возобновляемые источники энергии, о чем сейчас говорил Виктор Феликсович, и о тех проектах, которых сейчас упомянул Александр Евгеньевич, и касательно месторождений в Дагестане, как вы оцениваете перспективы разработки, и касательно того, что есть возможность строить Як-40 на территории республик. Александр, у меня есть предложение. Я могу предложение прокомментировать после того, как Михаил Сафарбекович еще про энергетику скажет.
Можно так? Конечно. Потому что он провел очень большие исследования в этой части, особенно в Северокавказском федеральном округе. Правда, сейчас критиковать будет и говорить о недостатке здесь электроэнергии, что все будет, и все идет из Ставропольского края сегодня и так далее. Но мне кажется, лучше правда, чем молчать. Правильно, Михаил Васильевич? Ой, да. Это самый прямой путь к Богу, правда. Поэтому, если мы верующие люди, значит, надо говорить правду. Потому что Бог это и есть правда. Мы, на самом деле, мы активно занимаемся IT-технологиями, и как только мы столкнулись, я еще позже, я думаю, этот вопрос вы еще зададите по созданию Академии цифрового развития в Ингушетии, и как она развивается, это будет интересно услышать. Мы обнаружили, что нет электричества, нет электроэнергии, что в этом есть проблема. И согласовали все с нашим уважаемым правительством, с вице-премьером, согласовали с полномочным представителем, сделали большой анализ проблем электроэнергии Северного Кавказа. Пассионарное, растущее быстро население, нужны рабочие места, а все, что сегодня происходит без электроэнергии, это невозможно, да? Нужна электроэнергия, а ее не хватает. Дефицит до 50% достигает северокавказская энергетика. В Ставрополе у нас профицит, Ставрополе за счет перетоков снабжает, можно сказать, электроэнергией Северный Кавказ, но все равно при таком растущем населении, при цифровизации нашей экономики, в ближайшие 5-10 лет практически каждый районный отдел внутренних дел до 50% будет иметь программистов. Я не говорю о чиновниках, я не говорю о промышленных производствах. С каждым днем даже мы у себя, вот сказал про Озон, 6 тысяч программистов. В нефтяной отрасли мы уже используем для бурения искусственный интеллект, для геологии, для геологоразведки. Практически дети с 6 лет без телефона не вылазят. Все, 20 лет назад, когда мне говорили, что будут разговаривать по телефону, и мы будем видеть оппонента, я смотрел как на сумасшедших. А теперь я ничему не удивляюсь и не удивлюсь. Но все, чтобы это работало, дышало, двигалось, генерировало доходы, прибыль, нужна электроэнергия. Электроэнергия, ее надо производить. Это уголь, это возобновляемое. Мы буквально на днях летим в Китай. Китай построил 48 угольных электростанций в течение 20 лет. Китай создал оборудование, практически Китай добывает 3 миллиарда тонн угля, мы добываем 500, а Китай 3 миллиарда. Создал за 20 лет 48 угольных электростанций. Это только угольных, я не говорю о газовых, я не говорю о гидро, я не говорю о солнечных, ветровых и так далее, да, и о мазуте. Я не говорю о нефти. Практически, да, поэтому они и так развиваются, развитие семимильными шагами, а без электроэнергии не может быть развития. И при такой пассионарности населения Кавказа, при такой деторождаемости, при малоземелье, да, яблоки хорошо, но у нас нет земли и для яблок, и для груш определенная. Нам нужны программисты, нам нужна электроэнергия, нам нужны IT-технологические компании, нам нужно будущее. А будущее без электроэнергии невозможно. Я все материалы буквально уже передал, эти материалы передам. Это мы делали, наши российские специалисты, мы пригласили и западных. Как бы мы сегодня о них не говорили, но они в этом разбираются. И мы пригласили и сделали полный анализ, мы материалы передали и передадим. Поэтому это большая проблема, которую надо решать. Это касается в первую очередь правительства Чеченской Республики, там население растет, и причем там ребята такие, и женщины, и мужчины, то есть могут работать и хотят работать. Ингушетия, Кабарда и Дагестан соответственно.
Поэтому нам нужны хорошо чемпионы мира по боксу, по борьбе, но нам нужны чемпионы мира по IT-технологиям, нам нужны программисты лучшие. Яркий пример. Вчера были IT-соревнования, и команда с 12 областей России, и команда Академии, которую мы создали 1,5 года назад, цифрового развития, после Москвы заняла 2-е место. Была IT-программа, да, 2-е место взяли ингушские ребята, программисты, которые за 1,5 года обучения после Москвы взяли 2-е место. Значит, это работает, значит, есть мозги, значит, есть молодежь, значит, их надо просто этому научить, просто надо правильно вложиться. Правильно научиться, и это все работает. Поэтому вот эти проблемы, глобальные проблемы, проблемы будущего Кавказа, проблемы будущей России. Все хорошо, яблоки довезут, не довезут, пойдет хозяйка, мясо купит на рынке. Никто кусок мяса принесут все домой. Озон хорошо, яблоки хорошо, мы должны идти в будущее, а будущее это за IT-технологиями. И мы это все понимаем и знаем. Все, спасибо. 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 Михаил Сахарбекович, как и обещала, возвращаясь к теме Академии цифрового развития, мы начали с того, что говорим о перспективах СКФО в 1936 году. Вот каких вы хотите результатов от Академии, может быть, уже в этом году и в 1936 дальнейшем? Я доскажу то, что Виктор говорил. Мы строим нефтеперерабатывающий завод, достраиваем и уже думаем о большой химии. Потому что понимаем, что нефтепродукты скоро, в ближайшее время, начнет падение спроса на нефтепродукты. Производство электромобилей растет так стремительно. И, кстати, обращаясь к бизнесменам, которые в зале, я знаю несколько уже компаний, которые строят топливозаправочные комплексы на электричестве, то есть электрозаправки. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде несколько компаний, молодых людей. Это более экологично, более дешевые, и они это строят. Разговор идет о том, что спрос на нефтепродукты, на бензины, на дизельное топливо, может быть, нет, но на бензины точно начнет падать, и на машины, которые ездят на нефтяном сырье. Поэтому, допустим, строя завод, мы заканчиваем там установку, завершаем в Краснодарском крае строительство нефтеперерабатывающего завода, мы уже начинаем проектировать большую химию. И также в Оренбургской области. Мы понимаем, что будущая нефть будет трансформироваться в химическое производство, потому что спрос на нее будет падать. И электроэнергия будет основой экономики в нашей стране. И я закончу этот вопрос, я должен был это сказать, потому что будущее все равно, и мы в этом правы, мы это понимаем, и мы это делаем правильно. Касательно Академии цифрового развития. Мы, спасибо Герману Оскаровичу Грефу, спасибо Сберегательному банку России, построили... Я на Сбербанк в зале, начали сразу хлопать. Это правда. Спасибо за поддержку в Ингушетии. Спасибо Махмуду Али Макшарибовичу Калиматову. При его поддержке построили Академию цифрового развития в Ингушетии. Это благотворительный проект. Это некоммерческий проект. Школа 21 стала успешно работать. Мы приняли первый из 15 тысяч желающих. Первый бассейн прошло 2000 отборочных, из 2500 программистов начало обучаться. Уже первые 28 поехали на стажировку. За год 20 ушли уже работать заранее, взяли уже крупные компании их себе. Надеюсь, к следующему году мы получим первые 500 программистов. И так каждые 2 года по 500 человек. Понимая, что это вопрос... Понимая, что программистам надо где-то работать, мы создали школу «Бизнес-акселератор», то есть начали обучать первые 500 предпринимателей, которые занимаются IT-проектами, хотят заниматься, мы начали учить их, как этим надо заниматься. Налоговую систему, упрощенная система регистрации, привлечение дешевых инвестиций, привлечение партнеров. Если у тебя есть мозги, найди человека, у которого есть деньги и готов с тобой рисковать твоими мозгами.
первые 500. Рост компании, 35 компаний мы начали учить, уже первая бизнес-школа, бизнес. Это дополнительная школе номер 21. Мы начали обучать, как создавать рост компании, как создавать карьерный рост, как учить, как себя преподносить, как так, чтобы замотивировать людей, чтобы быть тобой, были заинтересованы твоими разработками и твоими интересами. Заинтересовать. Мы также, не мы, Академия, создала уже лабораторию робототехники свою. Свои образовательные проекты, которые впервые начали они продавать, образовательные проекты, и зарабатывать на этом деньги. Следующий этап. Создали бизнес-фонд под названием «Ангелы бизнеса». Это американская история, еще созданная в 1933-1934 годах в Америке, в Нью-Йорке, там, где находятся театры, богатые люди спонсировали там театры, актеров, актрис и так далее и тому подобное в проекты, да, и таким образом это развивается. То есть богатые люди сбрасываются средства свои в фонды, и этот фонд финансирует проекты 50/50, выстрелят, заработаем. Не выстрелили, значит не выстрелили. Очень похоже на исламское финансирование, беспроцентное. Мы такой фонд создали, 500 миллионов рублей собрали с разных предпринимателей. И, пользуясь случаем, Академии цифрового развития, если в этом зале есть люди, которые занимаются IT-компаниями, они могут представить свои проекты. Если пройдут отбор, получат финансирование с этого фонда. Фонд называется «Ангелы бизнеса». Да. По 50, по 30, по 100 миллионов люди, у которых есть деньги, собрали первые взносы в этот фонд. Таким образом, Академия цифрового развития начала активно развиваться. Программисты, обучение, как создавать, как развиваться и где получить финансирование. Таким образом, мы ожидаем к концу следующего года первые 400-500 программистов в Ингушетии выйдут на рынок. Только надо будет, я думаю, половина уедет, потому что нет рынка труда в Ингушетии. То есть создавать компании, я надеюсь, что они останутся в Ингушетии. Но если есть российские предприниматели с условием, что они зарегистрируются в Ингушетии 50/50, мы готовы финансировать эти проекты через этот фонд с регистрацией в Ингушетии. Вот чем занимается сегодня Академия. Это успешный проект. Еще раз спасибо Сберегательному банку. Старт дал Герман Оскарович. И это все просто пошло, потекло. Я надеюсь, что соседние республики, Чеченской республики приезжают, построили... Мы столкнулись с проблемой, кстати, интересная проблема, очень важная для Северного Кавказа. Мы построили небольшой отель, смарт-отель, в рамках этой Академии цифрового развития. И мы не могли найти людей, сегодня он 100% заселен. Мы не могли людей управлять этим отелем. Нам пришлось командировать с Москвы, с лучших отелей, там, Националь, Мэриот, Холидей Инн, командировать в Ингушетию людей. 6 месяцев они обучают там местную молодежь. И отель стал активно работать. Таким образом, мы говорим о том, что они обучаемые. Это делается очень быстро. Мы создали несколько радиостанций, радио «Дача», «Шансон» в Ингушетии, сейчас радио «Восток». И сделали свои студии и столкнулись с тем, что есть проблема с обучением, с ведущими, вести программы. Они в Москве в течение 6 месяцев обучались, и сегодня они успешно работают на федеральном московском уровне. Ну и тоже перспектива развития. Да, очень высокий в целом у всего. Да, то есть активно, то есть молодежь надо учить, и они быстро схватывают, быстро принимают. Они не жадные до денег, они жадные до знаний. И надо это стимулировать. Вот яркие примеры на точечные такие точки роста, я вижу их, и я понимаю, что мы идем правильно. Спасибо, Михаил Сахабекович.